со столетием со дня рождения полковника Плиева. Военнослужащие, кадеты и школьники стройными рядами выстроились на плацу пограничной заставы в Таргиме, чтобы в торжественной обстановке отметить столетие со дня рождения героя войны Плиева Саварбека Ларсаевича. В пограничном управлении по Республике Ингушетия не было такого пограничного отделения, которому было бы присвоено имя героя-пограничника. Поэтому хотелось бы также отметить и выразить слова благодарности всем, кто инициировал, принимал участие и проводил работу по присвоению имени полковника Плиева нашему отделению. Руководство пограничного отделения отмечает, что Саварбек Плиев был примером того, как надо защищать государственные границы и любить свою родину. Сегодня в память о таких героях, как Саварбек Ларсаевич, ребята с гордостью служат в именном пограничном отделении и стремятся достойно хранить и приумножать славные традиции прошлых лет. Саварбек Ларсович был частым гостем пограничников. Не было такого мероприятия в Назрановском пограничном отряде, в котором не принимал участие ветеран. Он щедро делился своим богатым фронтовым и жизненным опытом, по-отцовски заботился о пограничниках. При каждом посещении пограничного управления неизменно приветствовал пограничников словами «Слава пограничникам!». Плиев Саварбек Ларсаевич родился в 1919 году в селе Плиево, закончил военно-пограничное училище в городе Орджоникидзе в 1940 году, а после его окончания был направлен в Западный пограничный военный округ. Спустя несколько месяцев лейтенанта Плиева назначили начальником заставы 17-го краснознаменного пограничного отряда. 22 июня 1941 года застава под командованием Саварбека Ларсаевича одной из первых приняла удар гитлеровских захватчиков. После окончания войны Саварбек Ларсаевич прослужил в действующей армии и закончил военную службу подполковником в должности командира полка. Уйдя в отставку, он активно занимался патриотическим воспитанием молодежи, рассказывая им о героях войны, о том, какой ценой выстоял народ, принесший миру избавление от фашизма. И сегодня молодое поколение не забывает своего великого предка. Я горд тем, что наши предки, наше прошлое поколение делали такие большие успехи в русской армии. То, что их подвиги не были напрасны. Мы сейчас очень горды этим и тем, что они делали, когда еще были живы. В горский кадетский корпус я пошел по совету дяди. И я хочу пойти по стопам наших предков, героев России и Советского Союза. На торжественное мероприятие также приехали родные и близкие Саварбека Ларсаевича. Родственники поблагодарили их за организацию мероприятия и выразили надежду, что нынешнее поколение пограничников достойно продолжит путь своего соотечественника. Сегодня мы горды, родственники этого Плиева Саварбека Ларсаевича, что эта застава, действительно, как сказал ваш начальник, носит имя нашего дядю и честно, добросовестно в передовых рядах выполняет свой патриотический и нужный долг для защиты пограничной службы нашей великой Родины. Многие знают про великие подвиги и достижения Саварбека Плиева во время службы и в военный период, но мало кто в курсе, каким человеком он был в своей семье, какие отношения имел с родственниками и соседями. Армию будешь согласиться, если молодец служить. Знаешь, что ты ингуш, Элиди. В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику героя. Саварбек Ларсаевич прошел очень длинный и тернистый путь, побывав во многих фронтах Великой Отечественной войны. За проявленное мужество и героизм капитан Плиев был награжден орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, а также медалью за боевые заслуги. Ветеран войны покинул этот мир на 94-м году жизни, но благодаря таким мероприятиям память о защитнике Родины и истинном сыне своего народа будет жить еще очень долго. Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.